Понимаете, когда сейчас вот официоз начинает разглагольствовать про терроризм, то и политики, и президенты, и премьеры, и журналисты, и эксперты все дружно включают дурака и начинают рассказывать всем, что террористические акты, за совершением террористических актов стоят так называемые террористы. Вот это такая вот массивная пропаганда, которая зомбирует население, подтасовывая факты о том, что будто бы за вот такими вот взрывами, нападениями, атаками на мирное население стоят бородачи, фанатики, радикалы, мусульмане, националисты, фашисты, там, левые радикалы, экологисты, все кто угодно, так называемые террористы, экстремисты, с которыми надо вести войну, бороться и так далее, и так далее. Вот эта вот официальная как бы трактовка, она сразу же немедленно и настораживает, потому как в условиях современного тоталитарно-коммерческого общества, которое создано на Западе, и уже в России оно как бы берет это все, ну и вот у нас на осколке вот этой несчастной Украины, в условиях всепроникающего тотального контроля спецслужб, разного рода государственных органов, начиная от ювенальной юстиции и заканчивая там, налоговыми органами, никакое действие там, где соберутся 3-5 людей, направленное на совершение вот такого вот масштабного высокотехнологического террористического акта, невозможно. Так как начиная от того, что все прослушиваются телефонные разговоры, иллюстрируется вся электронная там, переписка в каждой маломальски какой-нибудь организации, которая может называться там, попадать в современных условиях под определение экстремистское, всегда натыкана агентами специальных служб, которые по своей численности практически везде превосходят национальные армии. Реально, вот такая ситуация. Поэтому никакой такой теракт реально невозможен силами так называемых мифических террористов. Надо понимать, что за любым террористическим актом, который называется так официально, стоят специальные службы узкого круга государств. Это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, может быть Германия, Израиль и 2 базовые ближневосточные монархии. Это Катар и Саудовская Аравия. Вот силами спецслужб этих государств совершаются все теракты по всему миру. Если это организовывается, если теракт проводится, например, во Франции, то за этим терактом стоят или в любой другой стране. Обязательно в этом теракте, в организации и в осуществлении участвуют специальные службы туземного государства, на территории которого совершается теракт. Обязательно. Чаще всего они выступают в роли исполнителей. И сама агентура, и навербованные ею исполнители, которые называются мясом. Вот по определению там, Переслегина, он когда-то это рассказывал. Значит, до какого-то определенного момента специальные службы, вот этой 6 государств назвали, они действуют в легитимном поле, но лишь до какого-то момента. Когда дело заходит об осуществлении вот таких террористических актов, как во Франции, или подрыве гражданских самолетов, то и, конечно же, никакое правительство, никакой Совет Безопасности ни одной страны не соберется и не начнет его планировать и отдавать команды это все осуществлять. Например, если там взорвали российский самолет над Египтом, то, конечно же, пусть там за ним стояла даже Саудовская Аравия, Катар, или Соединенные Штаты, то Обама не собирал свой Совет Безопасности и не отдавал команду взорвать самолет. Конечно же, это ему и не нужно. Все эти действия осуществляют тайные закулисные структуры,
все специальные службы гораздо больше подчиняются интернационал спецслужб и контролируются над национальными структурами, корпоратократией, банкирскими синдикатами и в гораздо меньшей степени легитимными органами власти, так как специальные службы вот этой вот группы государств, они работают как интернационал, транснациональный интернационал. Кроме того, для осуществления террористических актов используют, кроме агентуры спецслужб и навербованных нею, работников спецслужб, да, которые, и навербованная агентура, такие всякие там ваххабитские ячейки, там националистические, фашистские, все это организационный продукт спецслужб. То есть никаких таких ячеек в природе нет. То есть если такая ячейка появляется, ее немедленно либо ликвидируют, либо берут на довольствие. За любым, опять же повторяю, за любым терактом стоит спецслужба. То есть спецслужбам выгодны теракты, так как это их хлеб. Чем больше терактов, чем они страшнее, тем важность интернационала спецслужб растет. Чем активнее война с терроризмом, тем роль специальных служб, всяких там секретных организаций выше. Чем активнее ведется война с терроризмом, тем меньше прав остается у народа, так как права надо ущемить для того, чтобы выследить террористов, террористы терроризируют население. Вот такая вот ситуация. Потому, конечно же, забыл, не договорил. Кроме вот агентуры, которые там называются официально там исполнителями разных ваххабитов, исламистов, радикалов, в осуществлении терактов принимает синдикаты транснационально организованной преступности, которые все до одного, значимые, крупные, находятся под контролем, опять же, спецслужб. Вышеуказанных государств, еще есть китайские триады, которые подчиняются напрямую или опосредованно Центральному комитету КПК, Политбюро. Понятно, что они не действуют, все эти Хуацяо и вот эти триады, конечно же, они под контролем китайского государства работают. И последнее, это самый мусор, который тоже активно задействован в ликвидациях. Это уличные банды, так называемые, которые тоже спонсируются спецслужбами, взращиваются и обитают в городах, в крупных мегаполисах, особенно в США, и в англосаксонской традиции. Да, теперь уже и в Европе будут. Это уличные банды, которые всегда терроризируют, всегда их можно выпустить и терроризировать местное население. Добропорядочного бюргера, который будет паниковать и всегда будет готов идти на ущемление собственных прав. Вот поэтому, если посмотреть на терроризм с этой точки зрения, то мы должны сказать, что определение классическое, оно, в общем-то, верное, но с нюансом, что терроризм – это атака на мирное население, на техносферу и на органы власти, осуществляемая политической элитой государства или наднациональными структурами, руками специальных служб. Вот это есть настоящий терроризм. А каких-то таких вот террористов, бородачей на ослах, обвязанных взрывчаткой, это не террористы, а это солдаты террористических организаций, которые в темную чаще всего идеологически правильно. Это мусор, пушечное мясо. А настоящие террористические организации – это специальные службы США, Великобритании, Франции, Израиля, Саудовской Аравии и Катара. Вот за эти все специальные службы организуют все теракты по всему миру.